В этой публикации абсолютно полностью все факты изложенные, они не соответствуют действительности. Значит, по поводу оплаты потерь тепла, это потери, которые идут от стены дома до приборов учета, поскольку приборы учета стоят у нас в тепловых узлах, а их у нас 3. Значит, вот на этих линиях, это линии считаются собственные наши, на этих линиях идет расчет потерь тепла. Значит, эти потери тепла предъявляются нам, теплоснабжающей организацией. Естественно, мы их оплачиваем и предъявляем жильцам. По данному поводу, по иску прокуратуры и гражданки Берч было судебное разбирательство. В суде первой инстанции им отказали, признали предъявление тепловых потерь правильными со стороны ТСЖ «Перекресток». Апелляционная инстанция также признала правильно, что ТСЖ «Перекресток» правильно оплачивает тепловые потери теплоснабжающей организации и, соответственно, правильно предъявляет эти потери тем жильцам, потому что мы иначе куда их должны? У нас никаких других средств нет, кроме как все оплачивается жильцами. А вот слова «беспредел», «бардак», вот что это применимо или к этому дому? Нет, я считаю, что это неприменимо. Значит, у нас вся работа отлажена, полностью мы работаем автономно, никаких у нас нет ни долгов, ни перед, нет перед ресурсниками, ни перед одной организацией. Все с нами работают в контакте, все нас уважают, поэтому то, что жильцы тоже, значит, подавляющее большинство жильцов довольно. Значит, платежи по квартплате у нас, ну, по сравнению с другими достаточно, скажем так, намного меньше. Значит, жилищная услуга у нас сегодня составляет 12 рублей 80 копеек с квадратного метра, и с 2009 года она не менялась. Хотя практически в доме за это время, кроме нормально тех функциональных обязанностей, которые должны каждый день выполняться, значит, мы перекрыли собственными силами 6 подъездов из 7. Мы отремонтировали в доме всю канализацию, значит, переложив где-то 2/3, наверное, потому что плавали подъезды. Мы отремонтировали все подъезды, мы обустроили детскую площадку. Все это мы делаем собственными силами. Мы со стороны улицы Маркова обустраиваем газон. Значит, там посажена аллея яблонь. Сейчас, значит, мы в этом году сделали там заборчик, чтобы их не вредили, потому что зачастую машины паркуют на газон, зачастую проезды устраивает и так далее. Каждый год какие-то вложения. В этом году и в прошлом году мы положили плитку в тамбура подъездов. Проблему публикации мы никак не обсуждали, к нам никто не обращался, с нами никто ни о чем не говорил. Значит, вдруг появляется статья: 8 лет дом платит выдуманную утерю тепла. Значит, эта газета, ну, я не знаю, как ее называть, газета, в принципе-то. Значит, эта газета распространялась среди всех или, в общем-то, большинства домов города Сыктывкара. Во всяком случае, я знаю, больше десятка домов, где она распространялась, эта газета. Значит, кто-то подписывался на нее, кому-то так носили в ящики, бросали. Вот. После того, как появилась газета, эта статья, я, естественно, была возмущена и пошла в этот центр. Меня там встретили, скажем так, не очень ласково, разговаривать практически не стали. Значит, я пыталась объяснить, что почему такая статья, где автор статьи Сергей Комов. Отослали: езжайте в Москву, ищите Сергея Комова. Где, значит, Сергей Гайфуллин, руководитель, как это было обнародовано тоже в тех же газетах. Значит, мне не сказали, где он. Значит, со мной беседовала юрист, которая фамилию также не назвала. Ну, в общем-то, она, мягко выражаясь, не захотела говорить вообще ничего по этой статье. Я ушла, в принципе, ни с чем. Значит, еще раз говорю, что все до единого факта, и факт о том, что беспредел, и факт о том, что дом платит выдуманную потерю тепла, и о том, что мы не отвечаем на запросы, значит, на заявления жильцов, и о том, что предписания нам давались жилинспекцией и прокуратурой, и мы на них не реагируем, и о том, что у нас, значит, куплено 3 резервных насоса, которые никто не видел, то есть обвиняет нас в том, что мы вообще там
ну, честно скажем, в мошенничестве, что что-то, значит, там деньги куда-то тратим, но продукции нет или этот. И то, что в подъезды не ремонтируются, абсолютно все до единого факта не соответствуют действительности. По поводу публикации, вот была вспомнена публикация, она сейчас является предметом судебного разбирательства в газете «Домовестник». 8 лет ТЗЖ платит за выданное, дом платит за выданное тепло. Что там, ну, кто-то может пояснить? Ну, я воздержусь, секретарь. Воздержитесь, да? Угу. Хорошо. А вот эта газета, она, кто авторы, кто корреспонденты, с ними это можно побеседовать, встретиться? Без комментариев. Без комментариев.